Я хочу передать приветственное слово председателю Общественного совета Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия, министру здравоохранения Республики Саха-Якутия в период 1999-2003 года Егору Ивановичу Яковлеву. Пожалуйста, Иван Яковлевич. Спасибо. Уважаемые участники научно-практической конференции, в основе современного социального развития республики заложено создание необходимых условий для достойной жизни граждан, сохранения и укрепления здоровья каждого жителя Якутии, что способствует человеку долголетней активной жизни и является для нашей республики основополагающим ориентиром и всемирно поддерживается и воплощается в жизнь. В 1999 году мне, вновь назначенного министру здравоохранения республики, президентом Михаилом Ефимовичем Николаевым, была поставлена очень ответственная задача в новой должности поднять систему охраны здоровья населения республики на новый качественный уровень, базируясь на передовых достижениях медицинской науки и практического здравоохранения, занять передовые позиции в Дальневосточном федеральном округе. В связи с этим для определения стратегических задач здравоохранения республики на ближайшие годы нами был организован съезд медицинских работников республики. 14 декабря 1999 года впервые в истории здравоохранения республики с участием министра здравоохранения Российской Федерации академика Юрия Леонидовича Шевченко, президента республики Михаила Ефимовича Николаева и общественности республики мы провели съезд медицинских работников Республики Саха-Якутия. В своем выступлении президент республики Михаил Ефимович Николаев обратил внимание на распространенность сердечно-сосудистых заболеваний среди населения республики и на большое количество больных, выезжающих на специализированное лечение за пределы республики. Он поставил перед Министерством здравоохранения республики задачу, чтобы в течение следующего 2000 года освоить и внедрить кардиохирургические методы лечения на базе Национального центра медицины республики. Предложение Николаева Михаила Ефимовича одобрено министром здравоохранения Российской Федерации, известным кардиохирургом мирового уровня Юрием Леонидовичем Шевченко, внесшим неоценимый вклад в становление кардиохирургии в нашей республике. Сразу после съезда Министерство здравоохранения республики провело организационные мероприятия, посвященные реализации освоения кардиохирургии в нашей республике. Следующим этапом стала разработка целевой краткосрочной программы «Кардиохирургия», которая получила республиканский статус. Целесообразно выделить ее 4 этапа: экономический блок, подготовка специалистов, создание материально-технической базы, внедрение новых диагностических и лечебных технологий. После принятия решения программы «Кардиохирургия» стал вопрос об источниках финансирования, так как средства не были предусмотрены в бюджете здравоохранения 2000 года. Основным источником финансирования стала программа реформирования здравоохранения Республики Саха-Якутия на 2000 год, утвержденная постановлением правительства республики от 30 июня 2000 года. После составления совместными усилиями специалистов перечня необходимого оборудования для операционной кардиохирургического отделения Национального центра медицины, расходных материалов был определен объем средств для его приобретения.
Большую помощь оказал министр здравоохранения Российской Федерации Юрий Леонидович Шевченко, приняв решение о безвозмездной передаче республике аппарата искусственного кровообращения, приобретенного за счет федеральных средств. Недостающая сумма была изыскана Министерством финансов республики. Министром Кугаевским Александром Андреевичем было дано поручение специалистам об изыскании необходимых средств. Первоочередной задачей стало направление медицинских работников для обучения, и данный вопрос был решен за счет передвижки утвержденных средств бюджета отрасли здравоохранения. При непосредственной поддержке министра здравоохранения России Юрия Леонидовича Шевченко наши хирурги и кардиологи были направлены на стажировку в Санкт-Петербург в военно-медицинскую академию имени Кирова. В ноябре 2000 года в Якутск прибыла большая бригада кардиохирургов военно-медицинской академии Санкт-Петербурга во главе с министром Юрием Леонидовичем Шевченко. Ими совместно с якутскими хирургами Захаровым, Данилевич и другими были выполнены 7 операций на открытом сердце, и 14 ноября 2000 года мы по праву считаем днем рождения якутской кардиохирургии. Динамичное развитие кардиохирургической службы в нашей республике является одной из прорывных точек здравоохранения, влекущей за собой и другие направления, вносят свой неоценимый вклад в увеличение средней продолжительности и улучшение качества жизни. Каждому гражданину республики дана возможность получить бесплатную высокотехнологическую медицинскую помощь, не выезжая за пределы своего региона. Практика сегодняшнего дня показывает, что 20 лет назад на стыке 2 веков руководством республики и Министерством здравоохранения было принято совершенно правильное и своевременное решение, и высокотехнологические сердечно-сосудистая хирургия в нашей республике имеет реальную перспективу дальнейшего развития стараниями нового растущего поколения специалистов и при взаимной неизменной поддержке ведущих клиник России. Уважаемые коллеги, примите мои самые искренние пожелания успешной работы научно-практической конференции. Пусть сегодняшняя встреча истинных профессионалов своего дела станет еще одним шагом вперед в поступательном развитии якутской кардиохирургической службы. Спасибо, благодарю за внимание.